Миром Господу помолимся. Внимание! У двери храма. Вот где вы видели такую перспективу? Вот, смотри, какая. Какой храм-то длины. Видишь, какая перспектива? Показывайте. Вот показывайте. Сейчас видишь, что тут что-то снимают на видео. Нет, идите. Эти двери еще остались со дня строительства. Не со дня... Основание храма, да? Сколько лет храму? Ну вот давайте, уважаемые, это помогайте мне на 205 лет на будущий год. Сколько, 205? Да. Вот так. Юбилей. Каким-то путем нам надо отметить будет. Так можно сегодня начинать. Так можно начать. Это вот только начали они вторую неделю работать здесь. Большущий. Для Сарапула то большой. Перспектива такая, да? Перспектива. Сарапул такой. Пока вот я там в конторке у батюшки принять не могу, там нет стола еще. Вот. Храм в честь кого? Значит, храм Крещения Богоявления, это главный предел большой, так? Дальше слева от нас будет предел или пророка, и справа Владимирской Божьей Матери. Вот я вот сейчас, батюшка, снимаю, потом это все в интернет размещу. Вы можете обратиться сейчас за помощью к людям, может быть, кто-то откликнется. Кому надо будет это самое... Как вас найти хотя бы место Нечкино, Удмуртия, Нечкино? Пожалуйста, если есть у кого-то, уважаемые братья и сестры, есть желание помочь храму Богоявления села Нечкино, освященного в 1807 году, просим помогать. Адрес село Нечкино, Удмуртская республика. А счеты потом можно будет счет я могу дать, потом, если да, конечно, конечно. Виктор Геннадьевич помогает, Хорошавцев. Все это его. Вот это будет предел у нас Владимирской Божьей Матери, слева и пророка. В общем, мы пытаемся восстановить ее, этот храм в таком виде, в каком он был и задуман по проекту. Здесь, можно так сказать, два храма. Один летний, этот зимний храм. Зимний храм, в зимнем храме всегда низкие потолки, низкие своды, чтобы можно было легче отапливать его. Между летними и зимним храмом большие ворота, чтобы на зиму можно было закрывать. Вот, вот этот храм, летний храм Крещения Богоявления. Вот, видите, иконостас какой мощный здесь был в старину. Вот, это на ключах. Я что еще хочу сказать? Значит, вот наши, как с вами, уважаемые предки, работали.
они знали, где нужен, куда гвоздь забить, так? И даже все делалось во время строительства. Все эти крючья, прутья, все сделано со дня строительства. А мы с вами вначале строим, потом долбим, потом забиваем гвозди и снова будем долбить. То одно, то другое проводим. А они знали, что здесь, значит, такой крюк, такой-то, такой. Вот даже, ну, здесь у нас вот северные врата, которые закрывались на... Тут еще металлические ворота есть. Но то, что вот они, смотрите, вот там вот сделанный затвор, сразу со дня строительства сделан затвор для того, чтобы их закрывать снутри. Что тут еще? Росписей никаких здесь, росписей никаких не сохранилось со дня закрытия. Как говорили старые старожилы, значит, иконы, все иконами была изготовлена изгородь председателя сельского совета. Вот это вот мы, видите, какая она была, это мои фотографии. Вот. И вот пытаемся мы ее сохранить в таком виде, в каком она, ну, конечно, в таком улучшенном. Сейчас уже у нас она больше похожа на новодел. Это вот Петр Февраль 4. Числа. Да. Здесь пока мы не строим, потому что это мы с молитвенного дома, молитвенный дом был у нас оборудован, перенесли сюда, потому что иконостас будет заказан где-то в мастерской, так что нам нет смысла самим городить это все, чтобы потом снова разбирать. Да и нам это и не сделать такой, какой был он. Только сохранилась опись. Где он у меня? В советское время это что здесь было в храме-то? Здесь и коров держали, так, и трактора ремонтировали, мастерская была. И хлеб держали. И сено тут было, и травяная мука. В общем, все было тут, кроме отравы. Ну, в общем, она где-то закрыта была в 1939-1940 году, эта церковь. Ну и, видимо, вся роспись утрачена вот во время этого. Так еще тут кто-то сказал, что где-то в 70-х годах висела большая икона на крючьях, так? Пришли, нету. Кто-то местные-то не могли ее достать. Значит, кто-то приехал с большой лестницей и, наверное, утащили, все утащили, все тащим. Пол был здесь в храме чугунные плиты. Тоже вот растащили. Да, 3 видов чугунные плиты. Значит, одна вот в холодном храме крещения Богоявления. Здесь раз в честь Господа нашего Иисуса Христа храм, значит, здесь строгие были плиты, они чугунные, гладкие плиты были. Так, дальше в пределе Илии пророка, раз Илья пророк был взят заживо на небо, как огонь на колеснице, так, значит, плиты, я покажу их, они стилизованы под солнце, значит, солнце с лучами там стилизованное. Вот. Теперь в пределе Владимирской Божьей Матери, то, что она женщина, дама, значит, у нее плиты были стилизованы, там цветы изображены. Вот. Это все растащено по дворам. Будут возвращать, не будут, хоть и ведем разговор, чтобы они вернули, хотя бы они, благодарим, что они их сохранили, хоть утащили, но сохранили, но надо, по-моему, сейчас мы восстанавливаем, надо вернуть, хотя бы часть нам вернуть. Приехали показать, что вот 200 лет тому назад такой-то пол был.
Чтобы хотя бы часть сохранить исторической ценности. Ух, какой летает тут. Ой-ой-ой. Колоколов по списку было у нас 14 колоколов. Самый большой колокол весом 2,5 тонны. Сняли их в том веке, в 35-36 годах. Вот. По просьбе, или там как они, по заседанию сельского совета было написано так, акт, что ввиду того, что священник Куликов звонит в колокола и мешает посевной кампании, просим снять колокола. Знаете, священника Куликова отправили лес рубить на север, так, где он и сгинул, а звонарь сидел тоже в каталажке полгода. Так что тут вот такие. Ну, во время гражданской войны рассказывают, что тут здесь, значит, здесь белые были. Вот на колокольне пулеметы стояли, а Раскольников шел по камне и постреливал сюда. Вот такие вот. Ну, фактов документально такого нету нигде. Ну, что тут еще по историческому? Вернули когда это церковь и храм? Так и его по-моему, никто и не забирал. Вернули мы. Его никто не возвращал. Его никто не брал, никто не возвращал. Если они, понимаете, я так считаю, если, как они говорят, надо сдать по акту. Так если по акту, значит, ты тогда в каком виде его взял, в таком его возвращай. Да. Вот. А как они, откуда сейчас они все это, кто брал? Никакого акта нет. Да. Понятно. Никакого акта нету. Никакого, попробуй. Теперь, конечно, ну, землю-то мы оформили уже в собственность. Теперь вот каким путем? Еще храм нужно будет оформлять в собственность прихода. Потому что он, как, если бы у кого-то бы на балансе был, передали, а он бесхозный, теперь вот каким-то путем надо оформлять все вот, собственность прихода. Взяли, взяли, разорили, и сейчас он бесхозный получается. Лишь бы снова не отобрали. Да нет, теперь не отберу. Вот. Теперь... А старые кресты ведь у тебя? А там они, вот надо, я их поставлю, закопаю тут, на территории. Старые кресты. Кресты золоченые. В общем, реставрацией храма, восстановительными работами занималась фирма «Ренессанс», Нижний Новгород. Так что они хорошо. Вот здесь вот, где там работали, хорошо сделали. Где поздновато, там отваливается вниз. А вот это вот крыло, это что это означает? Где? Это контрфаксы. Контрфорсы. Форс или где-то аркбутаны называют. Это самое, контрфорсы. Потому что против, и они, я считаю, и как украшение, и в то же время поддерживали стены. Чтобы барабан-то ведь давит на храм, чтобы, значит, он там, вот там расстояние между стенами высокое. Может, как-то их не все, наверное, в раз они строили. Кто вот, где вот, как они строили это все? Вот. Но только то, что я говорю, вот они ведь, наши строители в то время, если решетка положена здесь, они ее тут сюда же изумруют. Вот. Тут ведь вроде железные двери были, да? А нет, там они лежат, надо их подправить, я их снова повешу сюда. Потому что вот мне надо сейчас проветривать, так, я бы эти двери открыл, а та на замке дверь была бы.